провинция, милая сердцу провинция. Как же ты велика, наша малая родина! Не от того ли сила твоя, провинция, что жива еще в тебе душа народа, его традиции и обряды, его песни и танцы, его неповторимая самобытность? Как много, провинция, ты подарила миру гениальных, талантливых людей. Василий Сергеевич Брыжинский. Человек, посвятивший всю свою жизнь сохранению народного театра и мордовской культуры. Панчамаду од, панчаманькуря спек од. Ну тевейки, он боти варганунь костастын саинг. Ну, варгану сте ауль национальный инструмент. В театре, допустим, я всегда говорю, нужен человек. Раньше они назывались стариками, да. Это вот актеры, на которых молодые актеры всегда равнялись. И ты знаешь, вышел на сцену, вот какую-то сцену там не дотянул, ты знаешь, что ты вернешься за кулисы, и тебе скажут: Жень, вот здесь вот, знаешь, паузу сделать чуть подлиннее. А здесь вот надо вот отойти, чтобы там не закрывать актера или что-то. Или просто выйти на свет. Это вот какие-то законы театральные, они есть. Всегда в жизни есть какие-то законы, да. А когда живой человек еще рядом с тобой, путеводитель, да, путеводная звезда. Ну, ребята, это надо быть идиотом, чтобы отказываться от таких людей и не идти за ними. Национальный театр. Пространство, где народная идея раскрывается в ярких образах. И чем бережнее мы сохраняем родную культуру, тем ярче театральное творчество народа. Когда уходит душа народа, а душа народа – это в его взглядах, в обрядах, в праздниках, потому что такое душа? Это то, что человек делает, прежде всего, делает не по назначению, не по приказанию, а по воле своего сердца. И поэтому, вот если говорить о праздниках, они прошли через мое детство очень ярко. У Мордвы, по сути дела, праздники, обряды – это огромная театрализация, народная театрализация. Никто людей не заставляет плясать, никто людей не заставляет сыграть. Они сами. Это так заведено. Те обряды, очень интересные обряды, которые ушли уже, из жизни ушли, вот с помощью театрализации хотелось, конечно, и возвращать. Ну, во-первых, это очень важно, сохранение национальных корней, национального понимания, потому что все это связано, во-первых, с языком. Он не просто ее сохраняет и развивает, а он к ней бережно относится. Он собрал уникальный материал народной культуры, народного театра. Он болеет за то, чтобы оставалась не просто народная культура, а этническая культура. Да, эта боль очень большая. Дело, особенно, вы знаете, сейчас, особенно. Вот как-то даже в 90-е годы это чувствовалось меньше. Вот я сейчас приезжаю, и мы были в селе. Вы видели, в каком состоянии мой дом, откуда вышли достаточно интересные люди. Село тонет в бурьяне. Не видно села. Ни работы нет, ничего. Ни общества никакого. Тихая моя родина, ива, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тот погост вы не видели, сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купаться любили.
моя родина, я ничего не забыл. Василий Брыжинский родился в селе Новая Тягловка Качкуровского района Мордовии в семье сельских интеллигентов. Из семьи Брыжинских вышли писатели и учителя, инженеры и врачи. Ну, это вот семья. Вот это мама с сестрой Раей. Это вот брат Иван, учитель и писатель. Это, опять же, сестра. Вот, конечно же, любая мордовка и в молодом возрасте, по тем временам, очень любила одевать мордовский костюм. Сами уже не носили, но у матери костюм целый сундук оставался. У папы очень большая семья. И, насколько я знаю, он самый младший ребенок в семье был, младший сын, поэтому разница между старшим и младшим очень большая. Вот. Фотографии массы он перебирает и пересматривает их с очень большой любовью, потому что действительно любил и любит всех тех, кто был, и всех тех, кто есть. Мама была совершенно безграмотная, и, что интересно, она сама научилась читать чуточку и писать. Вот когда я служил в армии, она даже писала мне письма иногда. Немного, но писала, и все я понимал. Все понимал. А училась она вместе со мной. Я в 1 классе буквы знал раньше, чем там в школу пойти. Ну и она со мной, играя, как бы изучала букварь, эрзянский букварь. И она немножечко освоилась. Мой папа ее очень любил и любит до сих пор. И всегда называет ее самой красивой и самой прекрасной женщиной. Она была у меня очень интересный человек в том плане, что мы, во-первых, ее и очень любили, во-вторых, и боялись, потому что слово матери было просто беспрекословное слово. Вот. А что касается отца, он закончил церковно-приходскую школу, и далее, вот я почему упоминаю об этом, дело в том, что когда в 30-е годы, в начале 30-х годов началась борьба за ликвидацию безграмотности среди крестьян, среди сельских, он был учителем, и очень многих он научил грамоте. Все детство Василия Брыжинского, как и любого ребенка из сельской глубинки, связано с народными играми и обрядами. Позднее об играх, прошедших через его детство, он напишет ряд книг с подробным описанием и четким графическим представлением. Сегодня эти книги служат прекрасным методическим пособием для педагогов, работающих с детьми. Его село уникально тем, что в нем был создан самодеятельный народный театр, в постановках которого принимали участие почти все жители села. Еще тогда Василий Брыжинский всерьез увлекается театром и понимает, что жить без него уже больше не может. Заканчивая школу, Василий Брыжинский поступает в педагогический институт. Оканчивает его, работает в школе учителем, затем секретарем райкома комсомола. А мысли о театре не покидают его, и он уезжает в далекий Ленинград, чтобы реализовать свою мечту. Там поступает в театральный институт имени Островского, единственный в стране вуз, который в то время готовил профессиональные кадры для национальных театров. Учеба была, прямо скажем, в радость, по-настоящему в радость, потому что хотелось узнать все больше и больше. Читали мы очень много. И я могу сказать, у нас были очень хорошие педагоги, очень хорошие. Это и театроведы, Финкельштейн, это Леоборг, это Юфит, это Сахновский, Панкеев, ну и целый ряд других педагогов. У них не было такого стремления обязательно быть доктором наук. У Финкельштейна столько книг по истории зарубежного театра, причем человек, который знает прекрасно французский язык, поэтому, когда она писала о французском театре, она прекрасно читала с оригинала. И еще могу сказать вот о чем, что вот педагоги наши настолько любили своих студентов, не говорю, что нас, а вообще своих студентов отдавали все и вся. И вот когда я писал дипломную работу у меня была по зарождению Мордовского национального театра, руководила мой как раз Финкельштейн. Она настолько прониклась вот в эту работу, и у меня настолько была большая работа
что когда защищался, мне сказали, ну, тебе только чуть-чуть, и можно и кандидатскую защищать. Потому что, не потому, что я такой хороший, нехороший, но просто были педагоги наши, которые понимали любой, не зная языка, но понимали душу народа, которому посвящаешь ты ту или иную работу. Закончив институт, Василий Сергеевич возвращается на родину, где поступает работать режиссером на местное телевидение. Он попадает в прекрасный коллектив. Замечательно складывается его карьера, а параллельно не менее удачно складывается и личная жизнь. Он встречает любовь всей своей жизни Раису именно в театре. Встретившись однажды, они уже никогда не расстанутся. Но вроде бы даже мама не знала о том, что их должны знакомить. В общем, они познакомились в театре. Их посадили на соседние места. И, в общем-то, вот так и состоялось их знакомство. Я как-то свое детство больше ассоциирую с папой, чем с мамой. Вот. И мы с ним посещали массу выставок, абсолютно на всякие концерты он нас водил. Иногда, может быть, против нашего желания, но вот таким образом он нас образовывал. А на телевидении в то время полным ходом шло становление. Василий Брыжинский успешно развивает новую форму искусства – телевизионный театр. И хотя площади Гостелерадио мало подходят для столь масштабных представлений, он все-таки приступает к постановкам пьес. 24 квадратных метра всего-навсего, павильон. Здесь было огромные 2 камеры, и мы здесь создавали спектакли, да не какие-нибудь, а многосерийные. Спектакль, который шел час, 1,5 часа. Но и самое главное, эти спектакли по тем временам шли не в записи, напрямую. И поэтому мы единственно дрожали, чтобы не было брака какого-то, технического брака, в эфир не пошел. Вот над этим работали все. И что интересно, нужно сказать, что суфлера никакого нет. Актер, если забудет текст свой, то уж спасти его никто не может совершенно. Настолько все были ответственные, вот как раз те же ребята, которые заканчивали при мне театральный институт, Акашкин Вячеслав Павлович, Мелехин Геннадий Михайлович. Ну и, по сути дела, все те, которых приглашали мы на спектакли, работали очень ответственно. Мы очень любили подсъемки, так называемые, потому что то, что не вмещалось в павильон, то, что нужно показать природу какую-то или действие на природе, мы выходили на природу и снимали там, а потом монтировали. Немало усилий было приложено для того, чтобы выдать в эфир одну из первых пьес. Рассказ о юном герое. Это подлинный факт, исторический факт о мальчишке Кирибаеве, пионере, который помогал красным партизанам в их работе. Но далее пошли такие спектакли очень крупные, как «Учительница», тоже на рязанском языке, по пьесе Кириллова, тоже очень знаменитая пьеса. Потом мы замахнулись на многосерийный спектакль, такой как на трилогии Кузьмы Григорьевича Абрамова. Это на русском языке мы ставили. Это «Лес шуметь не перестал», «Люди стали близкими» и «Дым над землей». А потом литературно-драматическая редакция начали работать над большими крупными вещами, такие как «Та, что Койсе» по старинке Петрова. Это очень знаменитая пьеса 30-х годов, которая, кстати, впервые публично была показана вот так не только телезрителю, но и вообще зрителю. Нужно сказать, зрители, мордовский зритель, рязанский зритель, не только тепло, на ура принимал все эти спектакли. Почему? Потому что впервые вдруг телевидение заговорило на таком художественно-рязанском языке, и поэтому, а тем более сюжеты были всегда очень волнующие, всегда была интрига очень такая острая в этих спектаклях, и поэтому писали нам письма: повторите, повторите. Так что вот работа на телевидении, безусловно, была, прямо скажу, для меня в радость. Просто большую радость. Я защитил кандидатскую диссертацию, и через год со слезами, я прямо вам скажу, я дважды, при людях плакал, вот когда уходил с телевидения, прощался. Ну и второй раз, когда уходил из университета, я там 25 лет в университете работал, руководил и организовывал новый факультет, совершенно новый,
факультеты которых почти не было ни в одном университете Союза и России, во всяком случае. А после нас открыли и марийцы, и удмурты, ну и других республик национальных. Такие факультеты были открыты. Начало 90-х. Республика действительно остро нуждается в профессиональных кадрах в области культуры и искусства. И действующий в то время ректор Мордовского госуниверситета Александр Иванович Сухарев решает открыть факультет национальной культуры и поручает Василию Сергеевичу возглавить его. Брыжинский открывает факультет и приглашает к сотрудничеству лучших педагогов. Он нас как бы отбирал. Во-первых, он отбирал по каким-то определенным качествам. Тот человек, который может быть на этой должности. И он видел в нем то зерно, которое потом впоследствии поможет ему развиться. Для подготовки актеров он также приглашает самых талантливых педагогов. Елена Сергеевна Грачева, Василий Сергеевич Брыжинский, Николай Иванович Пискаев. Это вот 3 человека, которые, по большому счету, нас готовили к театру. А Василий Сергеевич очень хотел, чтобы мы пришли в Национальный театр. И они пойдут. Именно в Национальный. Практически вся труппа театра сегодня состоит из выпускников факультета национальной культуры. Пришла я 20 лет назад в институт, тогда был факультет, и был деканом Василий Сергеевич Брыжинский. Я много слышала о нем, слышала как о специалисте в области театра, о человеке, но лично не была знакома. И первое впечатление, которое он на меня произвел, я пришла домой, я пришла к человеку, которого очень-очень давно знаю. Василий Сергеевич Брыжинский – это не просто замечательный руководитель, это руководитель, который смог сплотить весь факультет в одну дружную, большую, единую семью. Дело в том, что атмосфера на факультете была настолько дружелюбная, настолько теплая, настолько домашняя, что на самом деле тебе с утра хотелось идти на работу, а вечером с работы хотелось идти домой. И я чувствовала себя абсолютно счастливым человеком. Наш курс был первым выпуском факультета национальной культуры. Василий Сергеевич тогда являлся не только деканом, но и нашим любимым педагогом. Мы с удовольствием ходили к нему на лекции, потому что они были очень интересны. И я очень горда, что я закончила этот факультет. Для меня Василий Сергеевич – это и учитель, это и прекрасный руководитель, это и человек с большой буквы, в который можно вложить и профессионализм, и его личные качества, и в первую очередь, конечно же, интеллигентность. Человек, с которым очень приятно общаться, который очень много знает, энциклопедически образованный. Общаясь с такими людьми, мы получаем такой заряд энергии. Это можно сравнить только с водой из родника. Он является всегда первым, открывателем. Вот. И он всегда здесь, в университете, будет первым деканом факультета национальной культуры. Василий Сергеевич и сегодня продолжает плодотворно трудиться. Его замечательные творения, безусловно, войдут в историю мордовского народа и станут его гордостью. Творчеством он занимается до сих пор. И ночью может, в общем-то, вставать и писать какие-то мысли, какие-то зарисовки делать. Рядом с ним всегда кот, зовут его Женя. Он не уходит с этого стола, наверное, помогает в написании каких-то вещей, литературных произведений. В общем, они большие друзья. Буквально недавно вышли в свет 2 книги из трилогии Брыжинского «Каргонькинь Ломанть», что в переводе означает «Люди журавлиной дороги». Часть саги уже переведена на русский язык, а в Бугурусланском театре с огромным успехом прошла пьеса, поставленная по этому уникальному произведению. Написал я 25 пьес. Связаны они единым родом, ирзианским родом, начиная
со времен Пугачева, как Пугачев как раз уже казнили его, и участники вот этих событий, пугачевских событий, ирзянские молодые люди, семейные, если люди, не попав под репрессии, убежали, обосновались в лесу. Ну и там дальше судьба у них достаточно такая драматическая. Все, что происходило, по сути дела, в моих здешних краях. Сюжеты взяты из реальной жизни, герои реальные. Главным героем опять является, конечно, мой герой из этого рода Качкуровых. Судьба рода Качкуровых – это судьба и моего рода. Я читаю и думаю, это о моей семье, это о моих предках. Это было с моими близкими. Настолько это захватывает. И, то есть, читаешь просто с упоением. Это такой язык, такая поэзия высокая. Потому что вот народная мордовская драма, теории, которая существует, она в крови, в плоти каждого героя. Вот видишь белая полоса и звезд? Это идут своей дорогой рзями. Тысячу лет уже идут. И мы с тобой среди них. Эта пьеса у него начинается с полета журавлиной стаи, которая отправляется на юг в теплые края. У них идет перелет, и в небе они встречают других птиц, черных, которые сыплют на эту землю непонятные снаряды, от которых идут взрывы, и все живое начинает гибнуть. И вот эта стая стерхов теряет многих птиц, а у них маленький птенец, журавленок, который получает ранение. И они опускаются во двор обычной семьи, которая принимает этого маленького журавленка в себе. И до конца, так сказать, вот военных этих действий они этого журавленка выхаживает мальчик, как раз сын того отца, который пойдет сейчас на эту войну. И финал, конечно, очень потрясающий. Журавли возвращаются, и мальчик знает, что отца уже нет в живых. Он просит журавлей взять его в небо и встретиться с отцом, потому что есть такая журавлиная дорога, на которой встречаются души. И стерхи берут этого мальчика с собой в небо, и мальчик видит звезду. И как бы эта звезда, это душа отца, ему говорит о том, что я был простым человеком, я был простым трактористом, я растил хлеб на этой земле, и я жил на своей земле и просто работал, да, но я любил эту землю, и поэтому я всегда был готов отдать за нее свою душу, свою силу, если это понадобилось. Это такой очень большой труд, который он давно собирал, над которым он работал. И видно было, что это было чрезвычайно для него важно. Может быть, даже больше, чем то, что было сделано до этого. Сынок, люди никогда не перестанут верить в свою звезду. А если она и скроется за тучи, отчаиваться не следует. Нужно уметь ждать, когда эти тучи разойдутся. И журавлиная дорога снова откроется для всех. Василий Сергеевич удостоен званий и регалий, имеет награды и почести, но главное его звание — великий сын своего народа, а главное предназначение — человек. Человек высокой культуры и глубокой духовности. Василий Сергеевич – это человек такой мощный, это такой Мартвин, это такой всечеловек. Это очень мудрый, добрый и энергичный человек. Папа мой совершенно замечательный человек, добрый, интеллигентный. И хотелось бы, чтобы все мы и, ну, в общем, все знакомые мне люди были хоть чуть-чуть на него похожи. Я думаю, он очень совестливый человек.
всегда делал и делает все по совести. Вот с ним одно удовольствие встречаться и общаться. Человек, болеющий душой и сердцем за то, чтобы его народ просто не исчез, чтобы он был. Человек, который любит свой край, свою землю. Он не просто любит свой народ, он корнями к нему прирос. Это не тень от чего-то, да? А такая глыба, которую, наверное, сейчас уже не свернешь. К которой, может быть, нужно почаще прикасаться, соприкасаться, чтобы еще ощутить и мудрость, и тепло, наверное. Творчество Василия Брыжинского, как и вся его жизнь, пронизаны одной целью – не дать исчезнуть из памяти народа творением, им же созданным.